палату, и тогда уже врачебное сообщество будет решать, соответствуют ли они, студенты, высокому званию врача. Конец цитаты. Мне бы хотелось опровергнуть слухи о том, что мы насильно отправляем наших ординаторов в какие-то очаги. Наши ординаторы – это особая категория обучающихся, это уже врачи с высшим образованием, которые, значит, в силу того, что они уже дипломированные врачи, безусловно, должны, значит, в силу своих возможностей, да, оказать помощь республике, и если будет такая необходимость, то принимать активное участие. В эти минуты начинается брифинг главы Якутии Айсена Николаева по эпидемиологической ситуации на 19 часов сегодняшнего дня. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию. Ассистент Сергеевич, расскажите о ситуации на этот час. Ситуация по эпидемиологической обстановке у нас в республике остается стабильной. Сейчас главная задача органов власти – это выявление тех лиц, которые приехали в нашу республику из-за границы, в том числе и в первую очередь наших собственных граждан. Всего таких лиц порядка 2000 за последние 2 недели приехало к нам сюда. Выявление идет достаточно активно. Многие жители сами, самоизолировавшись, выходят на связь, и это очень правильно. Это как раз забота о собственном здоровье, здоровье родных и близких. Проводится определенная работа уже по ним, по дальнейшей их профилактике заболеваний. Здесь хочу сказать, что из сегодняшнего дня изменилась методика федеральная. Если анализы раньше мы должны были брать на 1-й, на 3-й, на 10-й, потом на 12-й день у лиц такого рода, то сегодня уже идет речь о том, что если у людей нет симптомов ОРВИ, у прибывших из-за границы, и они самоизолировались, то они уже находятся просто на дистанционном медицинском контроле, и анализ у них будут брать на 10-й день. Раньше эти анализы будут брать только в том случае, если у людей есть ярко выраженные признаки ОРВИ. В этом случае, конечно же, медики выедут безотлагательно и будут безотлагательно уже отбираться медицинские анализы на выявление коронавирусной инфекции. Поэтому вот на это прошу обратить внимание, потому что даже ко мне сегодня, вот я много видел в социальных сетях, достаточно много обращений людей, которые просят, вот я приехал из-за границы, немедленно ко мне приезжайте, вот я хотя записалась, почему-то ко мне еще не приехали. Еще раз прошу понимать, что мы действуем строго в рамках тех правил, которые сегодня установлены нам федеральными органами власти, Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором. Далее, сегодня вот мы на оперативном штабе рассмотрели ситуацию в целом по республике. Конечно, никаких карантинных мер серьезных мы проводить не должны, потому что число заболевших у нас маленькое. Давайте не будем забывать, что, например, у нас в декабре-январе здесь было 68 зараженных корью, не менее опасной инфекционной болезнью, так с гораздо более тяжкими последствиями во многих случаях. Вместе с тем, там никаких разговоров о введении карантина или чрезвычайной ситуации ни от кого не звучало. Мы сейчас на оперативном штабе ситуацию рассмотрели. Она, еще раз говорю, требует, конечно, дальнейших ограничительных мер, но никакого введения карантина, который вводится по требованию главного санитарного врача республики, или чрезвычайной ситуации, которая может быть введена моим решением, сейчас мы ни по городу Якутску, ни тем более по другим муниципальным образованиям республики не видим. Вместе с тем мы приняли решение, что будет принято решение по ограничению для лиц пожилого возраста. Мы будем им предписывать лицам старше 65 лет на ближайшие 2 недели тоже сделать режим изоляции, самоизоляции. Это очень важно, потому что в первую очередь эта болезнь, это видно по всему миру, поражает в первую очередь лиц пожилого возраста. И для них она как раз проходит в самой тяжелой форме и зачастую, к сожалению, и с летальным исходом. Поэтому такое решение мы сейчас готовим, оно будет выпущено. Ну и мы, опять же, с руководством города договорились, что будет выпускаться решение по ограничению движения школьников, потому что многие школьники, к сожалению, так, сегодня мы видим просто свободное время предоставлено сами себе, гуляют по городу, так, хотя на самом деле меры ограничительного характера для них родители должны были вводить, но, к сожалению, здесь мы понимания со стороны некоторых родителей не видим. Это на самом деле не очень ответственно вот так относиться к здоровью своих родных и близких, детей в первую очередь, потому что эти дети, они, может, и не так сильно будут болеть,
Вот, и дети вообще легко эту инфекцию переносят по всему миру, опять же, да, но они же являются переносчиками этой инфекции и могут ее принести уже к лицам пожилого возраста. Еще раз говорю, оттуда уже с проистекающими негативными различными причинами, ну, точнее, последствиями. Далее я хочу сказать, что на самом деле сегодня по городу у нас в целом очень большое количество анализов надо проводить. Это контактные лица, которые у нас имели контакты с больными людьми. Это вот лица, приехавшие из-за границы, которым надо все равно анализы делать. Поэтому большое количество легкового автотранспорта необходимо для них. К сожалению, у медицинских учреждений их не хватает. И поэтому я сегодня принял решение, чтобы автомашины, автобазы главы и правительства республики, парламента республики, которые сейчас находятся на самоизоляции, да, были задействованы в том числе и для оказания помощи медицинским учреждениям нашего города. Я считаю, что это правильно и как раз поможет более быстрее нам ситуацию взять полностью под контроль и чтобы как можно больше выявить уже всех подвергшихся влиянию, ну, контактам, скажем так, с уже болеющими нашими гражданами. Их самочувствие, кстати говоря, в целом удовлетворительное, никаких осложнений пока ни у кого, слава богу, нету. Я надеюсь, что все-таки вот в рамках общих тех процедур, которые сегодня врачи проводят, люди выздоровеют и уже в ближайшее время поправятся. Спасибо. Спасибо. На этом завершаем трансляцию брифинга и продолжаем выпуск новостей. За минувшие сутки в стране зарегистрировали еще 71 больного коронавирусом. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 438 человек. 17 выздоровели, еще свыше 52 тысяч остаются под наблюдением. Мишустин отметил, что во всем мире ситуация с коронавирусом остается сложной. Количество заболевших на утро 22 марта достигло 376 тысяч человек. По словам премьера, за последние 2 дня число заболевших увеличилось на 50 тысяч человек. На прошедшей неделе в мессенджеры WhatsApp начала распространяться информация о том, что цены на продукты и хозяйственные товары резко повысились в селе Майя Мегино-Кангаласского района Якутии. Так ли это на самом деле, узнавал наш корреспондент Артур Старостин. Человеческий страх самый тонкий. Мы можем придумать самый плохой сценарий, даже когда все хорошо. Для такого сценария нам нужен повод. А повод как раз таки есть – это коронавирус. Люди поддаются в разные провокации анонимных сообщений по социальным сетям. Якобы цены на продукты повысили, в магазинах скупают все продукты, так что некоторые полки пустеют. Но это все не так. Общественный совет района оперативно опроверг дезинформацию о повышении цен в магазинах. На это необходимые продукты, гречку, рис, есть, все есть, да? Цены не добавляли. Проверили крупные продуктовые магазины Нижнего Бестяха, а также оптовые магазины. Все магазины работают в обычном режиме. Я бы не сказала, что сильно выросли. Ну, на рубль, на 2, может, где-то на 3 какая-то разница. А вот крупы мы не брали, поэтому не знаем, увеличились там цены или нет. Не вижу я. Сейчас спокойно все в магазине, ажиотажа такого. Был ажиотаж вот на той неделе, но я ни разу не была в этой. На прошлой неделе наблюдалась давка людей в продуктовых магазинах. Но это не потому, что люди боятся остаться без продуктов на время карантина. А причиной послужило то, что они стараются уменьшить свое присутствие в общественных местах. А старожилы поселка советуют не поднимать панику. По интернету все эти передают. Это все специально делается для паники населения. Надо обычно жить, как жили раньше. Просто, конечно, беречься надо. Руки мыть там всяко разное. Это надо, конечно, делать. А ошибка ажиотажа тоже не надо делать из-за этого паники. Это специально все делается. Что насчет продуктов? В продовольственных магазинах имеются все необходимые товары в достаточном количестве. Цены выросли на такие крупы, как рис и гречка, примерно на 8-10 рублей. Чеснок экзотический узбекский продается примерно за 1500 рублей за килограмм. А цена на обычный чеснок составляет 40 рублей. Артур Старостин, Мегино-Кангаласский район. Максимально сократить контакты и пребывание в местах массового скопления людей – один из действенных способов противостояния коронавирусной инфекции. В связи с этим Министерство жилищно-коммунального хозяйства информирует, что с 18 марта агентство субсидий принимает заявления на субсидии за оплату коммунальных услуг и взносов за капитальный ремонт. Только в электронном формате. Также Министерство рекомендует населению оплачивать коммунальные услуги через электронные сервисы.
Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно следующими способами. На портале «Электронная ЖКХ» Дом Е Якутия, через личный кабинет на сайте ГИС ЖКХ, через личные кабинеты на сайтах ресурсоснабжающих организаций и через мобильные приложения и электронные сервисы агентов, таких как Почта России, большинство банков, а также расчетно-кассовый центр города Якутска. Взносы за капитальный ремонт можно оплачивать на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. К другим новостям. История курсантов из автошколы «Вираж», которым не выдали сертификат об обучении на водительские права в Нерюнгри, получила свое продолжение. В ходе судебного разбирательства большая часть истцов пошли на мировое соглашение. По мнению судьи, нарушения были зафиксированы с обеих сторон. Как утверждает ответчик, это бывший директор автошколы, контрольный экзамен прошел в отсутствии руководства учреждения. А по его возвращении студенты уже отказались пересдавать экзамен. Администрация автошколы предложила всем вернуть 50% от полученных за обучение 40 тысяч рублей с учетом потраченных средств на лекции и топлива. Также было обещано, что в скором времени курсантам выдадут сертификаты для прохождения экзаменов ГИБДД. Один истец, правда, не согласился на мировое соглашение. Дело с ним перенесено на новое рассмотрение после окончания карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса. Спасатели не перестают быть героями даже в свои выходные. Водитель Амгинской пожчасти номер 1, 28-летний Игорь Цветков, проезжая мимо на машине, заметил дым, идущий со стороны дома. Он, не раздумывая, подъехал к нему, одновременно позвонив в диспетчерскую службу. Но пока коллеги были бы в пути, ситуация могла выйти из-под контроля. В итоге Игорь решил немедленно действовать, зайти в дом и вытащил из огня ребенка. До нашего прибытия спас пожилую женщину и ребенка. Это, конечно, наверное, не знаю, из каких случаев. Единственный случай, когда водитель принял самостоятельное решение, он был в выходной день, принял свое решение зайти в дом и вывести людей. И на этом пока вся информация. До встречи в эфире. Уважаемые якутяне, коронавирус – это опасно. Сегодня он уже здесь, в Якутии. Все, кто приехал в республику из-за границы, в том числе и через другие регионы, обязаны самоизолироваться на 2 недели. Обязаны сообщить об этом на горячую линию или в медучреждение по месту жительства. Если вы знаете, что кто-то из ваших родных, знакомых, коллег приехал из-за границы, убедите их выполнить это требование. В эти дни всем нам жизненно важно поменять привычный образ жизни. Ограничьте все контакты и передвижения. Не посещайте общественные места. Не выходите без необходимости из дома и в городах, и в селах. Уважаемые якутяне, проявим дисциплину и ответственность. Остановим распространение инфекции. Дальневосточная ипотека в 2% сейчас очень популярная тема во всех социальных сетях. Я же, в свою очередь, узнала из официальных СМИ, по телевизору, в новостях. И мы в это время как раз с мужем думали о расширении, и у нас такая возможность выдалась. Хотели подать на 5% ипотеку, подали уже, и государство дало возможность получить ипотеку в 2%. Это для нас было шокирующей новостью, потому что мы уже на 5% оформляемся. Очень много плюсов, потому что это огромная возможность для молодых семей, для обретения своего гнездышка, для улучшения жилья. Например, у нас была 2-комнатная квартира, сейчас мы расширяемся, потому что детей становится больше, а комнат нужно тоже больше, соответственно.
Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. Прокуратура Мегленко-Главского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. В середине октября 2019 года обвиняемый, управляя автомобилем Toyota Wish, выехал в нарушении требований дорожного знака на ледовую поверхность реки Лена. При этом, увидев при выезде вышедшего из служебного автомобиля навстречу ему инспектора ГИБДД, не выполняя его законного требования об остановке автомобиля, умышленно касательным ударом боковой поверхности своего автомобиля сбил сотрудника полиции с ног. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. В полицию с заявлением о хищении денег с банковской карты путем обмана обратилась 44-летняя жительница Якутска. Женщина пояснила, что ей позвонила девушка, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка, и сообщила, что зарегистрирована попытка снятия с ее банковской карты денежных средств в размере 1500 рублей. Далее звонившая перевела звонок на сотрудника Центрального банка. Он назвал ей фамилию мужчины, проживающего в Краснодаре, который якобы пытается перевести деньги с ее карты. Женщина ответила, что этот мужчина ей не знаком. В ходе разговора звонивший убедил потерпевшую сообщить ему коды безопасности, которые поступили в СМС-сообщениях. Он аргументировал это тем, что ее денежные средства будут переведены на временное хранение в Центральный банк и поступят обратно в течение 5 часов. Заявительница сообщила номер карты и код с обратной стороны карты. После этого с ее счета списали 24 тысячи рублей. Конечно же, через 5 часов деньги назад не вернулись. Столкновение грузового поезда с заглохшим автомобилем-лесовозом произошло на 419-м километре перегона Болотная Амга. При переезде железнодорожных путей автомобиля произошла внезапная остановка двигателя. Некоторое время водитель пытался устранить поломку, но, заметив приближающийся поезд, покинул автомобиль. Машинист тепловоза применил экстренное торможение, однако избежать удара не удалось. Жертв нет. Имеются незначительные повреждения тепловоза и прицепа лесовоза. В течение 1,5 часов последствия аварии были устранены. На график движения поездов ДТП не повлияло. В связи с произошедшим сотрудниками правоохранительных органов совместно с железными дорогами Якутии проводится проверка и выяснение причин аварии. Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство. В конце ноября 2019 года во время хмельного застолья между обвиняемым и его другом возникла ссора, в результате которой обвиняемый дважды ударил друга ножом. Во время второго удара рукоять ножа сломалась, что не позволило нападавшему продолжить нанесение ранений. Потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь. После утверждения обвинительного заключения дело направлено в суд. Прокуратура Верхневилюйского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 11 ноября 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со старшим братом, который вел себя грубо в отношении их матери. Вступившись за мать, он нанес один удар кухонным ножом в область левого бедра, причинив телесное повреждение в виде колото-резанной раны мягких тканей левого бедра с повреждением бедренной артерии. Потерпевший в результате обильной кровопотери скончался на месте происшествия. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом признания вины, раскаяния и наличия ряда смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в испытательной колонии строгого режима. По меньшей мере, 2 заключенных погибли, еще несколько получили ранения в ходе беспорядков в тюрьме на Шри-Ланке, спровоцированных слухами о коронавирусе. Пока в регионе Южной Азии инфекция не получила значительного распространения. Подробности рассказывает Сергей Берец. Заключенные тюрьмы в городе Анурадхапура на Шри-Ланке взбунтовались после того, как администрация запретила визиты родственников. Такая мера объясняется стремлением не допустить проникновения коронавируса в исправительное учреждение. Одновременно начали циркулировать слухи, что инфекция уже занесена в тюрьму. Узники вступили в схватки с надзирателями, устроили поджог, некоторые попытались совершить побег. Охрана открыла огонь. Не менее 2 человек погибли, ранены по разным данным от 3 до 6. Сбежать никому не удалось. Как заявил депутат парламента Намал Раджапакса, вопреки сплетням, тесты, взятые в тюрьме, не дали положительных результатов. На Шри-Ланке выявлено 76 подтвержденных случаев заболевания. Полиция задержала 110 человек за нарушение комендантского часа. Пандемия пока едва затронула Южную Азию с населением около 2 миллиардов человек.
По данным на субботу, в регионе насчитывалось около 1000 инфицированных и 8 умерших. Ну а на этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Во всем мире идет борьба с коронавирусом. Каждый из нас может помочь победить эту болезнь. Главная мера – ответственное отношение к себе. Достаточно соблюдать простые правила профилактики. Чаще мойте руки с мылом. Не целуйтесь при встрече и не пожимайте руки. При кашле и чихании прикрывайте рот салфетками и после выбрасывайте их. Постарайтесь не трогать лицо грязными руками. Избегайте людных мест и воздержитесь от дальних поездок. При выходе на улицу надевайте маску. Регулярно проветривайте и проводите влажную уборку помещений. Если вы недавно вернулись из Европы, Азии или Америки, останьтесь дома на 14 дней. Вызовите врача, он привезет вам документ о больничном. Если вы чувствуете себя плохо, вызовите скорую 103 или позвоните на горячую линию 8 800 122 62. Берегите свое здоровье. Представители некоммерческих организаций, общественники и молодые лидеры. Их интересные и эффективные проекты сегодня решают многие социальные проблемы общества. Реализуя свои инициативы, они стали движущей частью развития городов и сел Якутии. За каждым команда смелых и амбициозных. Решение социальных проблем, повышение качества жизни, реабилитация, образование, культура и поддержка молодежного движения. Научитесь оформлять мечту в идею, а идею в проект. Научитесь работать в команде. Теперь в ваших руках лучшие техники по решению социальных проблем. Всесторонняя поддержка и помощь государства. Шаг за шагом вы обязательно добьетесь успеха. Помогайте эффективнее и меняйте мир к лучшему. Сбор идей продолжается. Не упусти свой шанс. Действуй, побеждай, реализуй. Узнай больше на сайте «Президентские гранты РФ». Как защитить ребенка от вредной информации в интернете? Предыдущие 10 лет технологическое сообщество активно изобретало способы рекламирования товаров и навязывания услуг, шифрования передачи деструктивной, запрещенной по закону информации. И теперь перед разработчиками и родителями стоит важная задача – как правильно ввести маленького пользователя в цифровое пространство, проконтролировать и вовремя скорректировать его поведение в виртуальном мире. Статистика указывает на почти 9-миллионную детскую аудиторию интернета. Из них 3/4 пользуются интернет-ресурсами без контроля со стороны родителей. Согласно статистике, по полученным данным, 39% опрошенных детей признались, что посещали ресурсы на взрослую тематику. 19% интересовались в сети сценами насилия. Страницы, посвященные азартным играм, посещали более 15% юных интернет-пользователей. Около 14% детей интересовались в сети способами изготовления или добычи наркотических веществ, а также и алкоголем. 11% пользователей из числа детской аудитории посещали различные экстремистские, сектовые или националистические ресурсы. Мы расскажем вам о инструментах родительского контроля, которые не только позволяют защитить ребенка от плохих сайтов, но и сформировать правильное сетевое поведение. Первое. Ограничение доступа.
инструментов вашего ребенка станет гаджет с ограниченными возможностями. Например, детские смарт-часы, яркое наручное устройство с GPS, возможностью позвонить родителю и без доступа в интернет, смартфон или планшет в детском режиме. Можно приобрести устройство, работающее в специальном режиме. Оно позволяет ребенку играть в игры, скачивать обучающие приложения, смотреть мультфильмы, но не дает доступа к обычному интернету. Кроме того, оно дает возможность ограничить период использования. По его истечению устройство просто выключится. Ноутбук или компьютер с ограниченными правами. Это можно настроить в операционной системе, создав ребенку ограниченную учетную запись и включив при создании опцию «Родительский контроль». Тогда ребенок сможет устанавливать и запускать только те программы, которые вы одобрите, а также пользоваться компьютером ограниченный период времени. Второе. Фильтрация контента. Вторая группа современных инструментов родительского контроля позволяет отфильтровать ту самую опасную информацию, воспользовавшись различными видами контент-фильтров. Первое. Защита на уровне государства. С 2010 года в России действует закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, на основе которого правоохранительные органы уже почти 10 лет искореняют сайты о наркотиках, деструктивных сектах, экстремистских организациях. Вторая. Защита на уровне провайдера. Большинство провайдеров предлагают опцию «Родительский контроль», которая позволяет выбрать и заблокировать нежелательные для детей сайты. Третье. Защита на уровне маршрутизатора. Многие роутеры имеют встроенный родительский контроль, который позволяет заблокировать сайты, ненужные для вашего ребенка. Четвертое. Защита на уровне программного обеспечения. Функции родительского контроля встроены во многие антивирусы. Кроме того, есть отдельные продукты, ориентированные именно на защиту детей в интернете. Но самое важное – защитить ребенка от вредной информации в интернете и вовремя среагировать на ситуацию может только его родитель. Поэтому будьте внимательны и следите за поведением вашего ребенка в сети. Это обзор экономических событий на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Минэкономразвития планирует ускорить выделение бюджетных средств федеральной адресной программы на объекты нацпроектов. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что деньги, которые выделяются в рамках федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы, расходуются недопустимо медленно, а небольшие изменения вносятся месяцами. В связи с этим до конца марта Мишустин поручил изменить нормативные акты правительства таким образом, чтобы решения проектного комитета и президиума были основанием для изменения адресной программы без сбора документов и дополнительных актов. В Минэкономразвития уточнили, что сейчас для изменения программы нужно делать правки по конкретным проектам и после этого уточнять адресную поддержку. Министерство предлагает разрешить профильным комитетам по нацпроектам и президиуму не только напрямую вносить изменения, но и уточнять обоснование бюджетных вложений. Поправки сделают их более эффективными и позволят проводить деньги за один день.
Мировая пандемия коронавируса не является основанием прекратить выполнять свои обязательства перед кредитными организациями. Но в некоторых случаях можно получить отсрочку по выплатам. Так как ситуация с распространением нового вида заболевания является форс-мажорной, мэр Москвы подписал указ о признании последствий COVID-19 чрезвычайным и непреодолимым обстоятельством. Как поясняют юристы, согласно закону от 2019 года об ипотечных каникулах, заемщик может получить отсрочку по платежам сроком на полгода, если сможет доказать банку, что пандемия повредила его финансовому положению. Тем временем за последний год российские заемщики заметно поправили свое кредитное здоровье. Введение Центробанком в прошлом году предельной долговой нагрузки и платы за этот риск заставило банки тщательнее относиться к отбору претендентов на получение средств. В итоге граждане смогли улучшить свой персональный кредитный рейтинг. Произошло и снижение просрочки по плохим долгам. При этом эксперты не уверены, что на фоне текущей экономической ситуации, вызванной низкими ценами на нефть и распространением коронавируса, эти достижения удастся сохранить. Но Центробанк не считает необходимым убирать регулирование рынка потребкредитования и стимулировать таким образом спрос. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. В качестве основных причин произошедших изменений называются сокращение аппетитов банков к риску, ужесточение отбора заявок и снижение доли при одобрении при выдаче кредита. Кассовые сборы в российских кинотеатрах сократились более чем на 317 миллионов рублей с 19 по 22 марта по сравнению с аналогичными показателями за прошлый уикенд. Всего за выходные 12 самых популярных фильмов смогли собрать в России 224 миллиона. На прошлой неделе 541,5 миллионов рублей. Число зрителей сократилось на 55%. С другой стороны, временное закрытие кинотеатров в России из-за распространения коронавируса станет лучшим решением для бизнеса. Об этом сообщили в Ассоциации владельцев кинотеатров. Там отметили, что текущая ситуация будет влиять на работу кинотеатров как минимум до конца года, поскольку все крупные релизы сдвинулись на более поздний срок. На федеральном и республиканском уровне будут приняты меры в поддержку предпринимателей республики. Под большим ударом находится туристический и транспортный комплекс. Мы меры разрабатываем, заявил в прямом эфире в социальной сети премьер-министр республики Владимир Солодов. Глава Кабмина уточнил, что в республике действует оперативный штаб помощи бизнесу под руководством министра предпринимательства, туризма и торговли Ирины Высоких с участием омбудсмена Альбины Кычкиной. Сейчас в федеральном правительстве находят меры, связанные с отсрочкой по платежам, налогам и доступностью кредитов. В ближайшее время мы будем в соответствии с федеральными установками меры запускать и помогать по возможности бизнесу, резюмировал Владимир Солодов. Тем временем в Республике Саха-Якутия уровень средневзвышенной процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам к концу 2019 года достиг исторического минимума – 9,1%. Несмотря на это, объем выданных ипотечных кредитов сократился на 15% по сравнению с 2018 годом и составил 30 миллиардов рублей. За год якутяне заключили 11 тысяч сделок, их число уменьшилось на 19%. Такая динамика может быть связана с тем, что многие люди отложили приобретение жилья в ожидании дальнейшего снижения ставки из-за начала реализации в декабре прошлого года государственной программы «Дальневосточная ипотека». Она дает молодым дальневосточникам возможность приобрести жилье по ставке в 2% годовых, которая будет неизменно весь срок кредитования, рассказал управляющий отделением Национальным банком по Республике Саха-Якутия Дальневосточного банка России Антон Коноплев. Общая задолженность жителей региона по ипотечным жилищным кредитам к 1 января 2020 года достигла 97,7 миллиарда рублей. Прирост с начала года составил 15%. Доля просроченной задолженности держится на низком уровне в 0,8%. В среднем же якутяне берут ипотеку на 17,5 лет. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Уважаемые якутяне, коронавирус – это опасно. Сегодня он уже здесь, в Якутии. Все, кто приехал в республику из-за границы, в том числе и через другие регионы,
обязаны самоизолироваться на 2 недели. Обязаны сообщить об этом на горячую линию или в медучреждение по месту жительства. Если вы знаете, что кто-то из ваших родных, знакомых, коллег приехал из-за границы, убедите их выполнить это требование. В эти дни всем нам жизненно важно поменять привычный образ жизни. Ограничьте все контакты и передвижения. Не посещайте общественные места. Не выходите без необходимости из дома и в городах, и в селах. Уважаемые якутяне, проявим дисциплину и ответственность. Остановим распространение инфекции.